Мощные ливни с грозами в столице Коми проверили на прочность городскую инфраструктуру. Болевых точек, которые часто страдают от капризов погоды, хватает в любом городе. И Сыктывкар не исключение. Шквалистый ветер и дождь стеной часто приводят к авариям и потопам. Особенно страдает улица Колхозная. Она располагается в низине, и местные жители уже привыкли к потопам. Случился ли коммунальный коллапс в этом году, расскажет Евгений Стокос. Долгие годы сыктывкарские автомобилисты боялись улицу Колхозная как огня. После любого маломальски серьезного дождика она превращалась в эдакого водяного левиафана, который просто сжирал все на своем пути. Сегодня дождь тоже прошел, но о былом могуществе великой реки Колхозная напоминают только маленькие лужицы. Вот так легендарная улица выглядела еще каких-то пару лет назад. Находится она в низине, и вся вода во время ливня стекает именно сюда. Вот и аргонавты в их неравной борьбе человека со стихией. Кто-то с помощью граблей ищет номерной знак своего железного коня, а кто-то, попытавшись взять исполинскую лужу нахрапом, совсем заглох. Наверное, мало какая улица Сыктывкара слышала больше ругани и негодования, чем это. Лично я попадал, плавал машина у меня. От Советской я плыл, да, вот, и здесь на Колхозной я плавал. Было такое. Сейчас таких не было, заливов. Нормально, хорошо. Хорошо. Да, и дорога вроде хорошо, тем более ремонт недавно был, асфальт положили. После сильного ливня Колхозная сегодня ничем не отличается от других столичных улиц. Как и в целом по городу, затоплений удалось избежать благодаря последовательной работе по своевременной очистке ливневых канализаций и замене водоотводных труб. На сегодняшний день все необходимые мероприятия в нижней части города, это улица Колхозная, улица Советская, Дуны Каликова, проведены. Где-то есть также некие погрешности, когда люки ливневых канализаций находятся чуть выше уже существующего дорожного покрытия. Этим мы тоже занимаемся, решаем эти проблемы в рабочем порядке. Горячих точек по затопляемости на карте столицы не осталось. При этом, если гроза будет по-настоящему аномальной, как говорят специалисты жилкомсервиса, ливневки все равно не справятся в силу их устройства и возраста. Свидетелям потопов, летом они иногда будут случаться, например, в частном секторе, нужно сообщать о забитой ливневой канализации, чтобы специалисты коммунальных служб устранили засор. Чтобы город не утонул, горожане тоже должны за ним следить. Евгений Стокос, Артем Соколов, Юрган, Сыктывкар.